Второй день нашего столярного батла, я уже в цеху компании «Профи». Здесь прибрались, заготовили материал и ждем Алексея Нерсизашвили, который зайдет буквально с минуты на минуту. И что ему достанется, какое изделие, об этом мы узнаем очень скоро. Мы здесь проводим столярный батл. Это дружеский, товарищеский такой турнир между столярами-любителями. И я представляю с замечательным удовольствием, с огромным удовольствием представляю второго участника. Вчера был Ким Петров, сегодня Алексей Нерсизашвили. Здорово, Алексей. Второй участник нашего батла – Алексей Нерсизашвили, 35 лет. Закончил Пекинскую цирковую школу в столярке с 2022 года. Специализация – заливка твердых пород смолой. Но он работает на столярное производство конкретно. Да. Ну, то есть, в принципе, там частник, это можно там не требовать какие-то корочки и так далее. Но в случае, если Алексей попадет на производство, ему не лишний абсолютно будет какой-то разряд получить. Согласен с этим? Конечно. Отлично. В сфере профессиональной подготовки у нас подключился вовремя очень Центр опережающей профессиональной подготовки, руководителем которой является Владислав Хабаров. Здравствуйте, Владислав. Здравствуйте. К слову, мой земляк, мы оба мегинские, да? Центр опережающей подготовки, все-таки это что? Это имеет отношение к WorldSkills там и так далее, потому что речь шла о, скажем, о рабочих профессиях. Давайте вот немножко о центре, о деятельности. Да. Ну, Центры опережающей профессиональной подготовки у нас сейчас по России вообще указом Путина создано с 2020 года, их сейчас 46, и у нас одним из первых на Дальнем Востоке в 2020 году открылся Центр опережающей профподготовки. Ну, как только вот Дмитрий позвонил, подключилось Министерство образования и науки, лично Михаил Ильич Присяжный, он поддержал этот проект. У нас в системе среднего профессионального образования очень много чемпионатов профессионального мастерства, и самый известный из них, конечно же, чемпионат рабочий вот, WorldSkills. И постоянно вот такие чемпионаты для студентов среднего профессионального образования делалось, но вот в формате телевизионного шоу, по-моему, впервые вообще проводится такое, и мы сразу же поддержали этот проект. Для молодых людей, любителей это отличная возможность. Центр опережающей профподготовки – это единый оператор образовательных ресурсов региона. Через нас можно выйти на любой колледж, техникум, получить рабочую специальность. И главное отличие наше в том, что мы используем современные образовательные технологии. То есть не обязательно теорию проходить в кабинетах, можно его пройти онлайн, через цифровую платформу нашу, которая у нас есть, и практику пройти уже на месте, где непосредственно организовано производство. И через этот телевизионный баттл мы хотим показать, что в принципе это можно сделать в формате вот телевизионного даже баттла, и люди любого возраста могут обучиться. Обучаться надо всю жизнь, наверное. Владислав, ну смотрите, у нас участников один юрист, ну, имеет среднюю юридическую подготовку, да, то есть он бывший сотрудник МВД. Второй это артист циркового, окончил Пекинскую цирковую школу, то есть никакого отношения к столярному делу не имеет. И третий, но он имеет какое-то отношение к рабочим профессиям, но он сварщик. Вот он сейчас присутствует, это Ким Петров, первый наш участник, да? И нами, с организаторами, вами в том числе, было предложено получить им по итогам вот этого выступления, которое будет зацениваться как, ну, как бы часть демонстрационного экзамена, рабочую профессию. То есть им будет в случае выполнения условий, там, онлайн-подготовки и так далее, вручена корочка мастер мебельного и столярного производства. Да, так? Да, абсолютно верно. Да. На деле, сколько бы это заняло ресурсов по деньгам и по времени? Да. Ну, вот это свидетельство о рабочей квалификации государственного образца, это 144 часа. 144 часа это где-то, ну, 1,5 месяца, 2 месяца обучения. А сейчас вот благодаря современным образовательным технологиям и то, что мы с участниками заранее отработали, они проходят теорию онлайн, а вот именно сам чемпионат, и он будет как сдача квалификационного экзамена. А по определенным требованиям, которые у вас учитываются, и они знают, они будут давать квалификационный экзамен, в ходе которого потом они подтвердят свои навыки и получат свидетельство гособразца. Кто из сотрудников Министерства образования, вернее, учреждений Министерства образования будет подключаться в качестве? Это, я понимаю, Евгений Попов.
Попов. Да. Якутский коммунально-строительный техникум, они тоже этот формат поддерживают, они подключаются, ну и лично директор Евгений Викторович Попов. Он поддерживает, и он в качестве эксперта тоже будет оценивать субботу. Отлично. Спасибо, Владислав, за всемирную поддержку вот таких вот благих начинаний. Еще раз говорю, не все же должны таскать папки, да? Кто-то должен работать руками, и это должно быть не менее 60%, чтобы вот оставшиеся 40, ну, могли там сидеть в теплых офисах. Согласен с этим? Да, конечно. Доить коров в том числе и зарабатывать 10 миллионов, привет НВК, тоже. Так, и остановлюсь на том, что ты выпускник Пекинской цирковой школы. Когда-то, ага. Когда-то, да? То есть там же какое-то удостоверение артиста цирка вручалось, да? Да, конечно, диплом у меня. Обучение Пекинского международного колледжа искусств был выпущен. 7 лет обучались мы там. Да, очень жестко причем, да? Жестко, У меня там племянник тоже И учился. 15 лет, получается, я жизни цирку отдал. Все-таки Посвятил, работал? конечно. Работал, да? Ну, я с детства начал, 7 лет, считай. Ну, поработать я успел немного, но тем не менее проехали по многим странам Европы. Мир повидал? Мир повидал. А сам откуда? Скажи. А я здесь местный, из города Якутска. Вот. Ну, говорят, хандовский зять, да? Но сейчас, да, я в жену взял хандовскую красавицу, ну, тампонскую красавицу, и там очень много времени там провожу тоже, уделяю времени. Ну, и как тебе там природа в Тампо? Очень хорошая природа, меня очень Рыбалка сильно вообще тянет. супер же, да? Охота, рыбалка, все. Ну и сенокос в первую очередь. Да. Супер, конечно. Ну, то есть, получается, у тебя абсолютно якутское воспитание. И, такое. Отлично. Алексей Нерсадашвили, прошу любить и жаловать. Лет, получается, 35. 35 лет, из них в столярке, ну, года 3, наверное, да? 4. Столярки, Меньше? Столярки года 3 максимум. Ага. Года 3 максимум. Ну, такой у нас соразмеримый примерно. У Кима примерно 4 года было, там у Мирослава тоже 4-5 лет, у Алексея тоже. Вот. У нас, смотри, вот материал. Вчера мы распределили материал. Есть одна такая, ну, с небольшими трещинами там и так далее, и одна сучковатая, да? Ну, такая. Да. Но она сушеная, то есть процент сушки мы определили вчера как 5,2 и так далее. Если нам Влагомер не врет, но Влагомер хороший, ЦМТшный, он не врет. И то, что у ЕП Савенковой сушеный материал есть, это я знаю, я сам лично там на какие-то изделия и так далее использую. 38, 140 на 4 метра, то есть у тебя 8 погонных метров вот этой доски. И давай мы сейчас с помощью вот этой волшебной шапочки, которая на моей голове обычно покоится, вот вытяни одну бумажку, и тебе пойдет твое задание, которое ты будешь делать. Напоминаем, что все изделия, которые изготавливаются мастерами-любителями на столярном батле, они передаются в дар одному из детских учреждений. В нашем случае интернат при коррекционной школе для детей с тяжелыми нарушениями речи. Речевая школа. Речевая школа. Только вводится. Отлично, вообще, Да, очень все. хорошо. Вытягивай. Одну бумажку. Одну бумажку Сейчас вытягивай. бумажкой Одну потрясем. бумажку вытягивай. Ой, какая останется, не хочется оставаться. Че? Все. Давай, разворачивай. Так, Xbox. Подставка под Xbox. Смотрите, дорогие друзья, подставка под Xbox. Тумба, да? Да, тумба получается. Но надо здесь учесть нюанс. Он может быть с ящиком, может быть без ящика. Но так как, в принципе... С ящиком, с с вытяжным, ящиком который... да, это сложнее. Ну да, там у нас материала много туда и уйдет. Материала туда уйдет. Нет, ну ящик же можно сделать 7 сантиметров высоты. А саму фасад... Фасад тоже. фасад ну, тоже. Ну, фасад фасад маленький. чуть Но получше. сделаем таким образом. То есть я показывал еще второй рисунок, да, то есть который тебе понравился. Да, стол. Нет, не стол, а тумба такая. Вот с этими Такая. тонкими ножками. Да, Вот с это, я тонкими все хотел ножками. попробовать этот сделать. Вот это Вот сделать, этот, да? но... Все, давай, мы пока ориентируемся на этот, у тебя отдается буквально сейчас, мы не будем плюсовать время, 15 минут, 10 минут дадим на эскиз, эскиз, да, И погнали. И погнали, и уже включится время. Конечно. Все, Xbox у Алексея Нерсадашвили, и в каком стиле он делает? Еще раз, вот те фотографии, которые мы показывали в виде заданий, они не являются обязательными. То есть можно их копировать. На можно свою не копировать. фантазию. Можно На свою два фантазию. в одном сделать. Два в одном. Ну, ты просто представь, что Ну, я все понял уже. учти габариты. Потому что Xbox One, он
прогуглишь и так далее, посмотришь габариты, это обычно где-то 50 на 38, высота 10. То есть желательно было бы, если бы она вошла туда. Понял, да? Ага, и вот эту систему ножек, которая... Все. Но я думаю, человек справится, мы не будем мешать. Дается 10 минут на сотворение эскизного проекта и погнали. С вами Дмитрий Аргунов и Столярный батл на канале Якутия-24. Алексей Нерсизашвили. Якутск-Хандага, получается. Вот так вот. Давай. Очень понравился момент, что Алексей начал большое дело с заточки карандаша. Карандаш в столярном деле вещь не последняя. Вот смотри. Делай тогда с запасом, да? С запасом, да. Нет, не 340. Эскиз изделия Алексей начертал буквально минут за 10. За основу он взял ГДРовский стиль, вернее стиль mid-century, стиль 70-х, который характеризуется скошенными ножками, обилием соединений под углами. Все, Алексей определился с конструктивом своего изделия. Я просто в качестве ремарки, было очень приятно видеть, как человек начал с заточки карандаша. На самом деле толщина карандаша это очень даже на самом деле играющий фактор, потому что бывают перепады на толщину грифеля. Первое, с чего начинается любой проект – распил грубо в длину. Обычно это происходит на торцовочной пиле, которую даже для грубой резки нужно настраивать. Все моменты настройки, все моменты, когда отвлекаются на телевизионные моменты, у ребят не зачитывается. Поэтому я тут как хронометрист стою и все вот эти вещи тщательно слежу. И на самом деле все ребята знакомые, все ребята как бы из нашего сообщества. Поэтому подходим так. Но Алексей допускает общую для всех участников ошибку, за которую будет насчитан общий штрафной балл. Это пренебрежение средствами индивидуальной защиты. Это, да, здесь хоть установлена аспирация в виде пылесоса, но щепки летят. И не лишним было бы, конечно, защитить органы слуха, одеть наушники. Да, Алексей? Алексей Нерсизашвили. Напоминаем, Якутск-Хандага. Алеша, судя по его эскизам, пошел на стиль Сканди, или, если быть точнее, стиль Mid-Century. Mid-Century предполагает немножко скошенные ножки и какие-то округлые поверхности, там, по столешницам, по царгам и так далее. Очень хороший стиль, который, сейчас в эпоху фьюжна, он впишется практически в любой интерьер. И я просто хотел бы сказать несколько слов по организации вообще процесса. Видите, как он все упорядочил, все сделал. У него есть своя очень удобная рулеточка с внутренней фиксацией. Все это большой плюс. И надо сказать очень большое значение то, что и распиловочный стол, и фуганок, они сделаны из очень массивного чугуна. Это характеристика профессионального инструмента. Это очень хорошо, когда стол при распиловке не трясется. Здесь двигатель еще асинхронный, поэтому удобство в распиловке это очень такое. Он выводит сейчас заготовки для щитов, отрежет вот эти вот скосы закругления и, я так понимаю, утончить немного, потому что здесь толщина 38 миллиметров. Но не будем мешать мастеру, еще раз говорю, видение мастера это всегда его личная прерогатива. Я так вижу, я так сделал, вот так вот получается. Ну все, Алексей Нерсизашвили, следим за его выступлением. Далее отрезки материала с допусками отправляются на коррекцию геометрию на фуговальном станке, где выводятся две плоскости под строго прямым углом. Перпендикуляр двух плоскостей обеспечивает приемлемую геометрию следующей операции – распила на более мелкие заготовки по ширине. Из этих заготовок склеится щит.
Но до начала склейки нужно откалибровать заготовки. Как только их не называют – деляны, ламели на рисмусовальном станке. Получаем энное количество заготовок, идеально откалиброванных по толщине. Клеевой слой между фугованными поверхностями получается минимальный. Ну, примерно середина, скажем, времени выступления нашего участника Алексея. И просто я хотел бы сделать одну небольшую ремарку. Вообще, столярная мастерская – это огромный, очень эффективный источник стружек, пыли и всего прочего, что постоянно находится в воздухе и, конечно же, не является собой образец полезности. То есть смолистые какие-то вот эти фракции, которые в взвеси, которые в воздухе находятся, попадают в легкие, это то еще удовольствие. Мы посмотрим, давайте просто вот емкость нашего стружка-отсоса. В начале выступления Алексея полностью опорожнили мешок, и за стадии, скажем так, фугования, рисмусования, сравнительно небольшого объема заготовочек для небольшой такой вот подставочки мы получили такой объем стружки. Вот такой вот объем стружки, да? И я всегда завидовал, знаешь, таким ютуберовским мастерам, столярам, в мастерской которых идеальный порядок, потому что я до сих пор, как столяр, не могу победить пыль, не могу победить стружку. Дело не в том, что я не допетриваю, как это сделать, а просто иногда бывает очень лениво просто убрать за собой и так далее. А вот то, что как Алексей подходит каждый раз щеточку, он принес с собой щеточку и каждый раз подметает там и так далее, это, знаете, это очень большой жирный плюс ему, как участнику нашего столярного батла. Ну, прошло 2,5 часа, у Алексея Нерсизашвили склеены два щита, которые, ну, это верхняя и нижняя, да? Ага. Толщина щитов примерно, это не рисунсованные еще? Нет еще. Толщина составляет примерно 25-дюймовая толщина, а выйдет, наверное, 24, да? 24 Ну, вот эти примерно. вроде я шлифанул уже, а они у нас, ну, 24. 24 примерно. Вот. Ну, дюйм. То есть это практически стандартное значение для клея. Потому что меньше 2 сантиметров щит уже как бы нестабилен получается. Ну да. Согласен? Да, конечно. Ага. Ну, у нас к щиту нареканий нет, то есть все правила соблюдены. То, что ширина это 2 толщины и так далее. Ты использовал клейберит, да? А я даже не знаю, на столярке. Ну, густой, как сметана клей, да? Ага. Это клейберит D3. Хороший клей с хорошим временем засыхания, очень даже лучше, быстрее даже, чем Тайтбонд, по-моему. Крем-чиз. Крем-чиз. Хороший Ну, такотарион, да, да. это точно клейберит, да. Он быстро схватывается вроде Да, как. Джилустан, скорее всего, снабдил клейберитом. Так, в комментарии к твоему проекту, мы же практически, ну, кроме меня, зрители наши не видели твои эскизы. Что будет из себя представлять? Так, ну эта тумбочка будет, как и на рисунке, у нас и прилагается ножки. Стоп, они не видели рисунок, они видели рисунок такой, который, ну, обычный такой, с выдвижным ящиком там и так далее. У нас же условие было такое, что можно не придерживаться вот ну заданных все, параметров. понятно, Да. все понял. Ну, Так, обоснуй, почему такие размеры и так далее. ага, ну это верхняя у меня крышка, вот она где-то здесь. Вот эта верхняя крышка, Вот это, у да, она меня нету чистая. ни сучков, ничего, я постарался подобрать. Это плюс же уже, да? Это плюс? Я постарался подобрать, конечно. Ну, на это уже не стал я заморачиваться. Время поджимает, время пролетело уже. Очень много. Эта крышка нижняя будет, как она станет перед-назад, неважно. 2 боковины, Потом да? 2 боковинки у нас встают вот тут, Вот так, вот да. так. Ну, щит, вот то, что я стараюсь по максимуму Утончить. утоньшить, так как считаю, что сейчас я погружной пилой буду запиливать 45 градусов и стыковать их 45 градусов все. Соответственно, у меня щит никак не пойдет. ни Слушай, у тебя равно. грузинский акцент проявился, Алеша? Ничего. Как-то странно даже, да? Впервые за выступление у Алексея Нерсизашвили проявился кавказский акцент. Это хорошо, значит, играет очень Корни такие есть. глубинные, да, генетические какие-то вещи. Значит, корни А есть. тебя не смущает то, что вот здесь вот, значит, крышка и так далее, у тебя волокна пошли вот так, а
боковину вот так. Ну, это, я понимаю, на скорость работы. Да, я не стал. Но тем более они будут под 45, то есть Да. практически там не будет никаких вопросов, да? Хорошо. На следующем этапе что... стоп, к ножкам возвращаемся. Это у нас 4 ножки 4 ножки. и две царги, скажем так. Да, если составляющие перевернуть перекрестия. напополам, задом наперед, то у нас получается вот Да, вот крестовинка примерно такая будет у нас. То есть полдерева ты запилишь, и оно зайдет, Да, она зайдет, я здесь сделаю такие, и вот такие ножки будут. Но эти ножки будут Сужать. сужать буду их, здесь будет расширяться на соединении стыка Ага. именно. Если было бы это твердая порода дерева, я бы вообще эти ножки бы на 1,5 где-то, Слушай, на вот 1,5 сантиметра бы. твердые породы. Я тоже очень люблю твердые породы, да я поработал с орехом, вообще у меня ощущения такие, это кусочек секса, да, по сравнению с сосной, по сравнению с другими хвойными породами, это очень легко шлифуется, очень красивый рисунок, да, и все-таки структура дерева, она такая, меньше сучков, меньше всего и так далее. Согласись, что твердо... Вот все бы работали по твердым породам, да, как в Краснодаре, а? Но дорого же, да? Ну, нормально, Ну и хвоей можно поработать. нормально, конечно. Ну, всё-таки это С наше. этой тоже большое удовольствие с ним работать, она очень послушная, очень легкая, мягкая, конечно, и очень легко им дается, вообще вот для большой практики, руки набивать, это самый идеальный материал, в миллиметрах его стыковать, и в миллиметрах шипас для него делать, а на твердом дереве все-таки там ошибся и правда ничего не добавишь уже. И вот, и что самый большой акцент в твердом дереве, конечно, мне нравится, что его по максимуму можно точно Тоненькую сделать. тоненькую Да. сделать, и он будет... Прочность не теряет. Прочность теряет вообще. И будет очень прочный. И вот с этой я побоялся, конечно, ножки делать, ну, думаю, не стану. Так бы я бы, конечно, вообще нарастающие бы с этого бы сделал, тоже бы. Можно было здесь толсто, здесь чуть-чуть сузить можно То есть в двух было. плоскостях сужения, да? Да, конечно. Да. И так, считай, здесь будет тоже вот так вот сужаться. Ну хорошо, мы постараемся как можно меньше мешать работе мастера. Ну, в принципе, еще раз говорю, у каждого мастера свой индивидуальный почерк, свой характер проявляется. И сейчас остается, скажем так, запиловый размер, приведение в форму, тонкая шлифовка, я так понимаю, и сборка, да? Да, щитов в основном. Все ножки Всё. прошлифованы, ножки надо сейчас отпилить по размерам. Склеенный щит очищают от остатков клея и отправляют на дальнейшую обработку. Прежде всего, при любой склейке, даже с использованием ваем, зажимающих деляны в двух плоскостях, обязательно получатся ступенечки. Нужно ликвидировать эти ступеньки и вывести необходимую толщину. Наши участники использовали для этого барабанно-шлифовальный станок производства Powermatic, который позволяет калибровать столешницы до 1 метра. Конечно же, везде, где можно, используется пылеудаление.
Следующий этап – нарезка получившихся щитов, которые формируют верхнюю и нижнюю стороны тумбы в размер. Циркулярная пила в цеху не позволила нарезать по каретке, пришлось прибегнуть к погружной пиле Festool. Установка шины, выставление глубины и аккуратный точный рез. В целом у Несайдашвили Алексея идет все нормально. Сейчас идет именно тот период, когда у участников входит именно спортивный азарт, успею или нет, справлюсь, уложусь я во время или нет. Поэтому сейчас все очень динамично, очень захватывающе все происходит. Сейчас он заваливает диск циркулярной пилы под 45 градусов. И я все-таки, Алексей, очень настоятельно рекомендую все-таки сначала жертвенно сделать вот эти два брусочка, да, пробные. И только проверив прямой угол, то есть схождение под 45 градусов, только после этого приступать к чистовому резу. Он вывел перпендикулярный торцевой рез погружной пилой Festool, отлично справился, у человека есть опыт работы с погружной пилой, это, скажем так, не все просто обладают этой, просто пила же, она двигается, скажем так, в двух направлениях, вперед-назад и вверх-вниз. У человека есть навыки работы с погружной пилой, он говорит, стеновые панели стыковал под 45 вообще идеально. Так что это, мы все нюансы запоминаем и засчитываем, и при принятии конечного решения все это будет, конечно же, учитываться. Алексей решил склеить верхнюю надстройку под углом 45 градусов. Но это не все. Все передние торцы, дна, крышки и двух сторон он решил спилить тоже под 45 градусов. Эта операция при данной ширине щита делается на циркулярке. Нужно наклонить диск и откалибровать угол. Угол проверяется на двух ненужных заготовках. Операция поперечного реза требует очень большой осторожности. Пришлось даже немного осадить рвение Алексея. После нескольких манипуляций все получается, и можно приступать к склейке. Для соединения всех деталей, как и в первый день, Алексей использует присадочный дюбельный фрезер Domino. Компания Dominor предоставила линейку инструментов Festool. Domino позволяет делать очень точные пазы под специальные вставные шипы из бука разного сечения. Все настройки фрезера очень точные и позволяют делать соединения практически незаметные для глаза. Domino работает только с пылесосом. Единственный минус Domino – это его цена. Большой фрезер, как у нас, стоит очень дорого. Присадка закончена, и Алексей приступает к склейке. Клеит теперь на тайт-бонд, который обладает меньшим временем высыхания. Склеиваются сначала днище, крышка и две боковины корпуса. Время ограничено, и данная операция требует от мастера очень четкой собранности и продуманности всех движений.
Ну все, пошла жара. Алексей приступает к сборке верхнего ящика, тумбы для игровой приставки. Спилено под очень красивый 45. Для усиления площади склейки он применил домино под 45, укоротив вставной шип буквально на 1 сантиметр. То есть глубина прилегания здесь составляет, вернее, глубина фрезерования составляет 15 миллиметров. Этого более чем достаточно. Еще раз, на мой взгляд, очень красивый такой внешний вид у ящика, который творит Алексей. Передняя часть скошена тоже под 45. Еще раз говорю, это стиль mid-century. Это 70-е годы, это скошенные ножки. Это много углов под 45 градусов. И сейчас Алексей просто притянет 4 струбцинами всю конструкцию. Здесь совсем не обязательно применять какие-то там ременные струбцины и так далее. Остатки клея и прочее, которое выдавливается, можно потом при шлифовке удалить чистовую. Ну, практически 70% готово, и у Алексея остается немногим более 40 минут для того, чтобы ножки срезаны, для того, чтобы изготовить перекрестие вот этих ножек, и на которые сядет вот эта вот верхняя надстройка. Вот она, струбцинка. Ну вот так, это день второй нашего столярного батла. Сегодня Алексей Нерсизашвили изготавливает тумбу для игровой приставки. Вот смотрите, какая красота поверху. Эта деталь, она идет под масло, то есть это дополнительный балл. То есть если по умолчанию деталь должна быть под глухую покраску, то Алексей умудрился из своих сучковатых в меру досок вывести чистовой вот этот вот чистовую деталь. Так что хорошие шансы у Алексея. Мы болеем за него, как и за остальных наших участников. Все, и Алексей сейчас в темпе вальса обязан просто будет заняться своими ножками, которые осталось впилить в угол, прорезать опять же при помощи домино пазы для склейки и поставить их на склейку. Ну и скрытые соединения на саморезы тоже, в принципе, могут быть допустимы. Скрытые, то есть, которые не видно. Если ты только так вот не опускаешься, не наклоняешь голову и снизу, допустим, если видно, это ничего страшного. В столярке есть, очень много применяется металлического крепежа. Ну и скоро мы дадим слово нашему эксперту, еще второму эксперту на поле. Это Михаил Лавров, который присоединился к нам во второй половине нашего батла, нашего дня, текущего дня батла. И Алексей приступает к сборке крестовины. Он сейчас будет резать под размер. Измеряет диагональ. Струбцины ему мешают. Все, сейчас под градус, как его резать? Я первый раз с этим сталкиваюсь. А почему это не надо же под градус резать? Ты же можешь вот так вот. Это, товарищи, нонсенс. Алексей Нерсизашвили идет на полные 45 градусов. То есть он и ножки будет пилить под 45 градусов. А это будет ли устойчиво, Алексей? Ну, 2 домино, это, скажем так, шансы на то, что конструкция развалится, будут равны нулю n-ной степени. Тумба не сильно тяжелая. Ну, плюс еще приставка 3 килограмма. Не тяжелая. Склейка будет надежно, надеюсь. Хорошо. Есть Все. у меня одна мысль, как ее еще усилить. Алексей решает строго следовать выбранному стилю и решает соединить крестовину и ножки под тем же углом 45 градусов. Аплодисменты за соблюдение стиля. На данном этапе нам бы хотелось предоставить слово еще одному эксперту в цехе, доценту кафедры технологии деревообработки и деревянного домостроения, кандидату технических наук Михаилу Лаврову, который подытожит второй день нашего дружеского турнира.
целый день сегодня молчали, я один отдувался. Давайте ваше, ну не заключительное, скажем так, Предварительное заключение. предварительное заключение. Предварительное заключение, да, Говоря вот научным по языком, да. выполнению данного изделия, именно подставки под Xbox. В целом, если посмотреть по ходу работы, да, вот, основное замечание к участнику, как и вчера, опять же, не использование СИЗов. По технике исполнения работа, конечно же, высоких похвал, ну, предварительно, да, вот, конечно, все покажет конечная сборка, когда уже будут видны все стыки, соединения, насколько они плотно соединены, но вот как человек быстро, хорошо, организованно работает, конечно же, выше всех похвал, да, вот. Видно, что человек спортивный, каждое движение у него скоординировано, поэтому, когда даже вот вы увидите, что он работает с пилой без использования средств именно предотвращающих, скажем, ранения большие, ну и так далее, да, просим не повторять у себя дома. Да, это как бы трюк. Да, это Он артист цирка, понимаете? Он вот, поэтому, привык да, рассчитывать только координация на у него на высоком уровне. Да. Да, я вот смотрел, пальцы в 2 миллиметрах от пилы находились вот практически, да, И это, конечно. просто был момент, когда он вот делал скос, я ему предложил, давай сделаем приблуду из фанеры, тем более, что фанеры здесь навалом, да? Ну, тут еще, как, скажем, немножко хотел бы отступить, да, от того, что правильно он делал или неправильно, да, вот детали маленькие, во-первых, скажем, да. Всегда вот толкатели, они должны быть при монотонной работе использованы. Когда маленькие какие-то детали, и когда человек скоординированно работает, возможно какое-то отступление. Очень позитивный момент, то, что Алексей полностью до конца придерживается выбранного стиля. То есть у нас же в мебели свой стиль. Вчера, допустим, был рустикальный стиль, то есть там были допущены вот эти смазывающие скосы и так далее, которые швы не демаскируют, а наоборот открывают. Да, показывают. А сегодня Алексей нам показывает полностью приверженность к скрытому, да? Не скрытому, а вот именно под углом все. Да. Раз выбран угол 45 градусов, то есть вот этот стиль мид-центри, который предполагает соединение под углом, он полностью придерживается. Когда он сказал, что ноги тоже будут делать под углом, под определенным углом, я сказал, ну, да, все. Это очень большой, скажем так, Да, плюс. То, что это сложно, да, собирать под 45 градусов, потому что есть риск. Это не его оборудование, это не его цех. Он не знает, как работает, ставится угол пилы, и поэтому ему, конечно, как говорится, интуиция. Вот видите, сразу. Пошли цирковые трюки, пошли цирковые моменты. Да нет, у него уже давно так. Да, давно так, да? Да, уже третий раз. Он в прошлый раз линейку подкидывал вот так и ловил. И ловил. Жонглировал. Ну, я думаю, что мы заложили основу для, скажем, будущих соревнований по столярному спорту. Я думаю, в следующем году, когда будут проводиться вот такие участия, организаторы WorldSkills и так далее будут уже принимать непосредственно участие. Да, мы им даем, как сказать, Дмитрий уже показал, как нужно проводить, и что общественность... Да, и как судить на поле, скажем так, мастерской, цеху, потому что, ну, я не считаю себя, еще раз говорю, человеком, ребятам чужим. Я абсолютно проделываю абсолютно такие же операции, как и они. Говорю на их языке. Да. Ну, как и Михаил Хрументьевич тоже. Вот. Ну, я немножко по-другому, наверное, по научным у тебя да, больше подверженности теоретическим основам, у нас практика преобладает. Но я более чем уверен в твоих практических навыках. К слову сказать, я прорекламирую немножко Михаила Хрументьевича. Человек очень хорошо разбирается в огненной биозащите. И в рамках наших будущих программ на телеканале Якутия-24 мы обязательно встретимся с Михаилом Хрументьевичем в плане защиты древесины. Древесины от огня. От огня и от, скажем так, грибов. Тех же грибов, с которыми сталкиваются многие владельцы частных домов. Это болезнь
деревянного строительства, которое, ну, нивелирует большие плюсы вот этого деревянного домостроения. Да? Ставь, скажем так, изделие общим видом. Вот так. Вот оно, да? Да, вот так. Вот так, вот так. Смотри, тогда у нас вот передние две ножки практически чистые. Вот задний сучок уходит на второй план, да? Ну, значит, честно говоря, я с сучками особо вот, Не не заморачивайся. заморачиваюсь, потому что считаю это естественным. И какую-то степень красоты и натуральности он все-таки придает. Сучки тоже придают. Ну, такая вот подставка для игровой игр. приставки. У нас Алексей Нерсизашвили, выпускник международной пекинского циркового колледжа. Красава, ну просто красава. И какие люди у нас на столярном батле, которые... Вот так вот, да? Вот так вот. Ну, Алексей, все. Ждем на награждение. Еще раз мы получили свое осуждение и передадим нашим членам жюри, нашим коллегам все свои впечатления от второго дня наших Да. соревнований. Все? Все.